Иҳаҩсыз амчыбжьазы ажәабжьқәа еиуеиԥшмыз ҵакылагьы хырхарҭалагьы. Бзеира шәымаз ҳаҭыр зқәу ателехәаԥштәцәа амчыбжь иалагӡаны ҳтәылаҿы имҩаԥысуаз, еиҳа зҿлымҳара змаз ахҭысқәа реихшьаала еснагь еиԥш иахьагьы ҳдырраҭараҿы. Уахатәи ҳапрограммаҿы афымца станциа Аҟәа акы аусура еиҭашьақәыргылоуп. Аамҭа-аамҭалатәи алашара арцәара ԥыхуп. Урыстәылантәи Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра аларшуп. Адунеи зегьтәи иҿыцу аҵарадырратә процесс аԥышәа ахархәара ҳара ҳҿы ишәыдаагалоу аиҿцәажәараҟны. Убасгьы егьырҭ ажәабжьқәагьы шәыҟаз аԥсуа телехәаԥшра аканал аҟны. Иаҳхысыз амчыбжьаз ҳтәылаҿы итема хаданы иҟан афымцалашара аҟамзаара. Мчыбжьык иназынаԥшуа уахгьы-ҽынгьы афымцатә станциаҿы иҟалаз абылра аԥыхразы ареспубликатә унитартә наплакы амшын-еиқәа фымцамч ахаҭарнакцәа рҽеиҭныԥсахланы аусурақәа мҩаԥыргон. Ари аамҭа иалагӡаны иблыз амругақәа ықәганы рхаҭыԥан аҿыцқәа ықәыргылан. Арҭ амшқәа рзы Аҟәа ақалақь ауааԥсыра акыр изыргәамҵыз аамҭа-аамҭалатәи алашара арцәара аԥыхуп. Афымцатә станциа Аҟәа акы аусура еиҭашьақәыргылоуп. Уаха иаҿаҳкит, зегь маншәаланы ицеит, атрансформатор аус аҳаруит, иааҳаргылаз аячейкақәа зегьы ибзианы аус руит. Иаанхаз абра кабелқәа наҟтәи асекциа антәи ииаган абрахь аҭароуп, уи уаҵәы амш иалагӡаны иаҳҵап ҳәа сгәы иаанагоит. Ус уахала иара иаҿаҳкит анцәа имч ала зегь бзианы ицеит, игәаԥхо иаҿалеит, ишыжәбо еиԥш шьҭа даара иӷәӷәаӡаны аԥхьаҩ иаргыланы аҭамзаара шьҭаҳҵоит ажәлар рҿаԥхьа избанзар хәыҷык аманшәаларақәа ҟалеит, аха уи ҳахымҟьеит, иаауажәбоит зегьы абра нас иҟаз ала ԥсыхәа ахьынӡамаз уахи-ҽынгьы имыцәаӡакәа разныкымкәа ҩынтәымкәа ҳԥахьеит, шәаргьы ижәбоит, ара шәаауеит, шәцоит аҷкәынцәа, абри зегьы еибыҭаны уаха еиқәыршәаны абыс иаҿаҳкит. Иԥҟарада ироуа абыс иаалап ҳәа сгәы иаанагоит ауаа. Иара убасгьы ԥхынҷкәынымза жәеизарзы Урыстәылантәи Аԥсныҟа афымцалашара аашьҭра аларшахит. Џьуартәи аӡы изакырҭаҟны аӡы агхара иахьаҿуи афымцамч азымхареи ирыхҟьаны. Убри алагьы ҳтәылаҿы иалагалаз аамҭа-аамҭалатәи алашара арцәара аҟәыхуп. Иаҳхысыз амчыбжьаз Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа усутә визитла Москва дааҭааит. Уа иҟазаара аан дырԥылеит Москва аиҳабыра аминистр. Адныҟа икономикатәи жәларбжьаратәи аимадарақәа рзы Москва аиҳабыра рдепартамент анапхгаҩы Сергеи Чериомни, Аџьынџьуаа Москватәи рыҩны аиҳабы Пиотр Гладкови. Аиԥылараҿы иазааҭгылан аԥҵарамза жәаҩа рзы шәача имҩаԥысыз Аԥсни Урыстәылеи рхадацәа злацәажәаз азҵаатәқәа инарықәыршәаны еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла Москвеи Аԥсни русеицура азҵаатәқәа. Ахәҭак ахьала иазааҭгылан Москва қәҿиарала аус зуа апрограмма ишәарҭам ақалақь аԥышәа ахархәаразы иҟоу алшара. Ари апроект ауаажәларратә транспорт аусура арҿыцра алзыршо акомплекстә информациатә системоуп. Излацәажәаз азҵаарақәа ируакуп иара убас Москватәи аҵарадырра захьӡу апрограмма. Аԥсны аҵарадырраҿы ахархәара ахьынӡауа аҭҵааразы аԥсуа специалистцәа рыдгалара. Иара убас аиԥылараҿы иазгәаҭан афункциаратә центр аҟәша Аԥсны аартразы Москва аиҳабыра ацхыраара ҟарҵарц шрылшо. Уи Аԥсны инхо Урыстәыла ауааԥсыра рышәҟәқәа рхарҭәаара апроцесс армариара алшоит. Иара убас аганқәа алацәажәеит Москва амшқәа иааиуа ааԥынразы Аԥсны рымҩаԥгаразы аҩганк еицырзеиԥшу апроектқәа аус рыдулара иазкыз азҵаатәқәа. Иаҳхысыз амчыбжьаз Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаба аминистрцәа реилазаара ақәҵара инапы аҵаҩит афымцамч ахархәараҿы аԥкрақәа ралагалареи акриптовалиута аиура иазку атауарқәа Аԥсныҟа рҭагалареи раанкыларазы. Ақәҵара инақәыршәаны ҩнызқьи ҩажәа акы шықәса лаҵарамза акынӡа аҳәынҭқарратә фымцамч ахархәарала акриптовалиута аиура алзыршо ауааԥсыра афымцамч ахархәара азин рымхуп. Ҳазну ашықәс ԥхынҷкәын ҩажәа инаркны рашәара акынӡа. Аамҭала иаанкылоуп акриптовалиута аиура иазку амыругақәа, аиқәыршәаратә машьынақәа, егьырҭ атауарқәа Аԥсныҟа рҭагалара. Ақәҵара анагӡаразы ахылаԥшра рнапы ианҵоуп амшын-еиқәа фымцамч, аекономика аминистрра, аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра, аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура, аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы.
Убриан аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аусзуҩцәа аусмҩаԥгатәқәа ирыцырҵоит изакәанымкәа аус зуа акриптофермақәа раарԥшразы. Убас Ԥхынҷкәынымза аабарзы агәаҭарақәа мҩаԥган Гәдауҭа, Аҟәа, Гәылрыԥшь Ачамчыра араионқәа рҿы. Агәаҭарақәа раан иаҿыхан амайнинг фермақәа ԥшьба. Ҳтәылаҿы ишьақәгылаз аепидемиологиатә ҭагылазаашьа инамадан Аԥсны аҵара-ааӡаратә процесс аанкылоуп. Ари азҵаара ҵарны иқәгылоуп иахьа. Ашколқәеи аколлеџьқәеи ирыдгало онлайн аурокқәа рымҩаԥгара иақәшаҳаҭым зегьы. Иара алыршарагьы уадаҩуп зехьынџьара. Еилкаауп асеиԥш аҭагылазаашьа шаамҭалатәу, аха еилкаам ианбанӡа. Ари азҵаара агәҭынчымра рызцәырнагоит зегьы, аха гәыӷра ыҟоуп. Ажьырныҳәамза жәаҩанахыс аҭагылазаашьа ҭышәынтәалап, рышәқәа аадыртып ҳәа ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи. Иҿыцу атехнологиақәа рцәырҵра хымԥада аҵара-ааӡаратә процесс ианыруеит. Еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа раан асеиԥш апроблемақәа ралҵразы иаԥҵатәуп иҿыцу аҵарадырратә модель, иреиӷьу адунеи зегьтәи аҵарадырратә система иаҿырԥшны ҳәа азгәалҭеит ҳара ҳзыҿцәажәаз аҵареи абызшәатә политика рзаминистрра иаԥсуам ашколқәа рметодист Ада Квартилиаԥҳа. Очевидно ясно, что система образования сегодня дала сбой. Она не смогла отреагировать на вызовы времени. Она не оказалась, к сожалению, адаптивной. Запросы со стороны общества есть к переменам, но тем не менее четкого понимания, какое сегодня современное образование, какие подходы оно опирается, к сожалению, нет. Поэтому в этом немножко нужно разобраться. Сегодня современное образование, оно с совершенно другим наполнением, с другим педагогическим дизайном. Соответственно, требует иных форм организации учебного процесса и педагогических технологий. Современное образование, конечно же, ставит другие сегодня цели. Цели — это первая цель, это подготовить человека к успешной социализации, к обучению на протяжении всей жизни и сформировать способного человека к саморазвитию. Именно сегодня качество образования является трендом мирового развития. Сегодня успешность страны измеряется не ее природными богатствами, не ее территорией, а именно интеллектуальным ресурсом и качеством образования. Что нужно для создания новой модели? Да? Необходимо модернизировать эту модель, модернизация этой модели, ориентироваться на мировой опыт. Лучшие системы, образовательные системы передовых стран, которые показали уже свою высокую эффективность. Их опыт адаптировать под себя. К этому кризису, да, к неожиданному переходу этого кризиса мы оказались, к сожалению, не готовы. Да. К сожалению, не готовы ни учителя, ни родители, ни вообще общество в целом. Переход на новый формат, оно всегда вызывает какие-то сопротивления. И вот это негативное восприятие того, что мы сегодня перешли на такое дистанционное обучение, конечно, тоже создает определенные сложности для организации учебного процесса. Это тоже несомненно. Но обвинять здесь учителей тоже очень сложно, потому что та система образования, которая была, она не обучала современным цифровым технологиям, образовательным технологиям. Конечно, они не знают, что делать, при том, что эти преподаватели — это люди, которые всецело преданы своему делу. И они глубоко переживают на самом-то деле эту ситуацию, потому что они оказались сегодня в такой ситуации, когда им тоже самим очень сложно и психологически, и с профессиональной точки зрения также. Поэтому, конечно, здесь нужно в первую очередь, на мой взгляд, конечно, сформировать правильное представление, что такое дистанционное обучение. Открыть центры для обучения наших преподавателей новым методам. Помочь организовать само это дистанционное обучение. Это очень важно. Альтернативы традиционному обучению сегодня только, к сожалению, сегодня дистанционное обучение. Оно однозначно не заменяет преподавателей
преподавателя, живое общение, это все понятно. Но в приоритете сегодня должно быть здоровье наших людей. Это очень важный момент. Знаете, вот, к сожалению, все эти годы нашей системы образования, они были направлены, главная цель этой системы была направлена на сохранение статус-кво. Вопрос реформирования, модернизации самой системы образования, к сожалению, этот вопрос уже давно должен был встать. И поэтому, конечно, вот в вопросе репетиторства это вот четко отражает состояние самой системы образования. Да. Почему? Я не против самого явления репетиторства, оно было и будет, и слава богу, что есть, потому что, в принципе, это самые лучшие учителя, по большому счету, репетиторы. Но вопрос в том, что когда объемы репетиторства из года в год увеличиваются, и репетиторство уже давно спустилось уже в начальную школу, это сигнализирует о том, что школа не выполняет свои образовательные и социальные функции. Уже нужно было предпринимать, уже нужно было задуматься, какие-то решения. Платное образование, оно не всем доступно, и мы не должны в нашем обществе, в нашем маленьком обществе допустить создание элитного образования, принцип которого элитное образование, это, в общем-то, не по интеллектуальным каким-то возможностям будет организовано элитное образование, а именно по материальным возможностям. Этого в Абхазии недопустимо. Красной чертой в любой системе образования должно проходить, что образование должно быть качественное, доступное и для всех бесплатное на всех этапах обучения. Хотела бы в этом контексте остановиться на таких методах, технологиях революционных, которые, в общем-то, изменили весь педагогический дизайн и уже давно завоевали образовательное пространство, и нам, понятно, нам тоже нужно это использовать. Это, например, такие технологии, это как модель урока, как перевернутый урок, которую разработали в 2007 году. Все вот эти новые, вот эти революционные методы, они опираются на такие серьезные исследовательские работы. И поэтому ученые разработали вот такие модели. Вот одно из исследований, одно буквально было довольно, несколько лет назад, это проводил Массачусетский технологический университет, в нем участвовали более 30 тысяч школьников разного возраста. И эти исследования показали, что активность мозга во время сна и во время урока абсолютно одинакова. И активность мозга, максимальная активность достигает, когда ребенок делает самостоятельно что-то. Исходя из такого рода исследования, конечно, педагогическая мысль, она выбрала себе другую траекторию развития. Поэтому сегодня появились вот такие технологии и модели. И следующая модель – это метод проектов. Метод проектов, либо проектная деятельность, называется проектное обучение. Это работа, направленная на использование полученных знаний во время учебного процесса на практике. Следующий метод также, ни одна сегодня современная школа не обходится без этой модели обучения, это STEAM-образование. Изначально была аббревиатура STEM вообще. Потом добавили английскую букву A, что означает арт, то есть это искусство, живопись, иностранные языки. То есть ученые посчитали, что всегда должно быть сочетание технического направления с гуманитарным направлением. Вот. И цель этого обучения, цель этого метода в том, чтобы обучить эффективно использовать полученные знания через проектное обучение. Следующий метод – это технология проблемного обучения. Там, где, опять-таки, активная позиция предоставляется ребенку. Если классический такой традиционный урок, допустим, преподаватель стоит и там, скажем, он изначально, озвучивает тему урока, то здесь подходят к этому, озвучивают тему урока дети путем подводящего диалога. Они выдвигают свои гипотезы, они их начинают проверять и так далее. То есть ребенок ставится в позицию ученого. В совместном таком поиске они приходят к открытию новых знаний.
Вот. И еще также я хотела бы еще отметить, что мейнстримом сегодня в сфере образования стала геймификация. То есть это обучение через игровые методы, которые используются в компьютерных играх. Ну, не секрет, что компьютерные игры любят все, и дети, и взрослые. Но здесь именно ребенок, ученик вовлекается в эти игры, там какая-то история развития, которая зависит от участника, и потом там какие-то уровни. Там, это все. Один из примеров использования геймификации в образовании — это такая платформа Duolingo, где это платформа для тех, кто изучает языки. Вот. Использование вот таких, конечно, сегодня моделей, это, конечно, оно изменит весь педагогический дизайн. И нам здесь принцип какой? То сочетание электронной формы обучения с очной формой обучения. Уже должно быть естественное понимание, что в нашу жизнь, в схему ученик, учитель и учебник давно уже встроился компьютер, мы просто этого не заметили. И сегодня мы должны все понять, что даже после того, как закончится ситуация с пандемией, мы уже не вернемся в то традиционное образование. Иҟоу аҭагылазаашьа инамаданы аҵара-ааӡаратә процесс ацхыраара аҭатәуп. Иаԥҵатәуп ицхыраагӡоу авидеоурокқәа ҳәа азылыԥхьаӡоит аспециалист. Знаете, так как я все-таки руковожу, специалист абхазского языка в неабхазском направлении, вопрос встал, а чем можно помочь нашим преподавателям, да? И, к сожалению, в этой ситуации, если всем очень сложно, да, в целом системе образования сложно, то именно абхазским школам и школам с сегментом, с абхазским сегментом, они в очень сегодня сложной ситуации, они сегодня в зоне риска. Почему, к сожалению, у нас нету цифрового образовательного контента? Вот, к сожалению, это все результат той старой системы. Необходимо создавать видеоуроки. Видеоуроки, именно обучающие, интерактивные видеоуроки для абхазского сегмента, именно для абхазского сегмента. И вот я обратилась на телевидение, к Ирине Шотовне, к Агрбас с таким предложением. И было очень приятно, что сразу же это поддержалось. Эта идея создать цифровой контент для преподавателей абхазского языка и вообще для абхазского сегмента в наших школах. Понятно, что это не решит полностью все эти проблемы, но нужно понять, нужно поддержать наших учителей, показать, что все-таки какое-то решение есть, надо их поддержать. Они ждут от нас этой помощи, необходимой помощи. И я считаю, что это важный шаг. У нас, к сожалению, в обществе очень, знаете, еще очень важная проблема, почему мы не можем скоординировать свои все действия. Очень общество само разобщено. Эта разобщенность, к сожалению, мы сегодня расплачиваемся большой ценой. И будем расплачиваться, если не наступит время коллаборации. Поэтому нужно вместе создавать, нужно вместе собираться. Необходимо, чтобы все специалисты уже собрались и думали, разрабатывали, как разработали какие-то первоочередные задачи, пути решения выхода из этой ситуации. Вот. Сегодня понятно, что наше правительство, как и правительство других стран, сосредоточено на преодолении пандемии, ее последствий. Все это понятно. Но, тем не менее, нельзя забывать ни в коем случае, что сегодня качественное образование становится главным фактором для реализации личности в цифровом обществе. Это очень важно, об этом не нужно забывать. Переход на новый формат, конечно, страдает качество образования. Но потом, как те же специалисты отмечают, оно выравнивается. Но сможем ли мы выровняться? Вот это очень важный момент. Мы не имеем четко, у нас нет образовательной стратегии, у нас нет четкого понимания, как это делать. Это очень серьезная проблема. Знаете, здесь не вопрос
вопрос одного чиновника, это вопрос общества. Мы должны сконсолидировать свои силы и решить этот вопрос. Мы должны понимать, что все зависит от того, какую мы систему образования сможем сформировать. Это напрямую зависит, завтра мы в каком обществе будем жить, в каком мы государстве мы будем жить. Хотела бы, знаете, еще остановиться, ведь система образования – это также инструмент государственной идеологии. Это очень важно. Государственная идеология, которая опирается на знание истории, языка и так далее. Но очень важно тоже, что краеугольным камнем в нашей государственной идеологии должен быть комплекс наших понятий, наших правил, которые называются Апсура. Апсура включает в себя все общечеловеческие ценности, и приоритетом там человек и человеческие отношения. А не это ли начало демократии? Поэтому сегодня вот эти все ключевые аспекты, они закладываются в системе образования сегодня и формируются дальше. Если мы свою государственную идеологию не сможем наполнить именно национальным компонентом, завтра это сделают за нас. Тем более мы часть глобального мира, мы даже не заметим, как нас просто размоет. Советская вообще система образования, да, она, конечно, давала приоритеты таким талантливым больше людям. И вот в начале 20 века вот в эту вот колею попал, чем я очень горжусь, мой отец, в том плане, что пристальное было внимание на таких способных детях именно абхазской национальности. Вот. И один из этих людей был в том числе мой отец. Он окончил 10-ю горскую школу, родившись в абхазском селе Ачандара, но тем не менее его перевезли сюда, в 10-ю горскую школу. В 1937 году он выпускник 1937 года, это 4-й выпуск 10-й школы. Вот. С отличием окончил эту школу, поступил на историко-филологический факультет, который тоже с красным дипломом, а потом уже поступил в аспирантуру. И в аспирантуре его оставили в Москве, в научно-исследовательском институте, которая была тогда в рамках Академии педагогических наук, организовали тогда Институт национальных школ. Этот институт, он занимался разработкой методик для национальных школ союзных тогда республик. И вот он начал там младшим сотрудником и руководил целым отделом. Руководил отделом, там и защитился, и имел, в общем-то, все привилегии. Уже в 60-х годах, когда здесь правительство пригласило его работать, тогда еще был пединститут на кафедре абхазского языка, где он был заведующим долгое время тоже кафедры абхазского языка. Вот. Ну, это такая страница в моей жизни, в моей истории, в моей семейной истории, которой я очень горжусь, потому что в то время это были единицы представителей нашего народа, которые достойно несли знамя своей маленькой небольшой страны и своего народа. Да и сегодня и достигали определенных высот. И сегодня это тоже нелегко сделать, а тогда это было тем более. Иԥсҭазаара далҵит акыр шықәсқәа аҵара-аӡаратә ус иазааԥсахьаз Аԥсны зҽаԥсазтәыз арҵаҩы ажәабатәи ашьхарыуаа рышкол ԥасатәи адиректор Владимир Хынтыжә-иԥа Кетиа. Абаҩхатәра ҷыда змаз арҵаҩ ду аҿар аҵара-дырҵареи рааӡареи рҟны иусуразы иҭан-хыԥхьаӡара рацәала аҳаҭыртә шәҟәқәа. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада иусԥҟала ианашьан ахьӡ-аԥша орден ахԥатәи аҩаӡара. Уаха аԥсуа телехәаԥшраҿы ишәыдаагалоит Владимир Хынтыжә-иԥа Кетиа изгу адырраҭара. Абас иҟан амчыбжьазы имҩаԥысуаз иалаҳкааз ажәабжьқәа. Ҳаԥхьаҟа иааиуа аусуратә мшқәа реихшьаала ҟалҵоит Сима Аргәынԥҳа. Сара абзиаразҳәа шәасҳәоит.